Сәлеметсіздер ме, құрметті достар! Я приветствую вас на канале Казахский язык онлайн. Это еще один ресурс в помощь изучающим казахский язык. Меня зовут Сауля Муратовна, я преподаватель казахского языка. И в этом видео мы с вами продолжаем знакомиться с темой времена глагола в казахском языке. Тема сегодняшнего видео – прошедшее время глагола. Для начала вспомним общую схему. Стандартно, как и в любом языке мира, казахский глагол может стоять в прошедшем, настоящем и в будущем временах. С точки зрения временных нюансов, казахский язык – это 9 временных форм. То есть глагол в прошедшем времени имеет 4 варианта, в настоящем 2, в будущем 3. Тема сегодняшнего урока будет киншак – прошедшее время глагола. Для начала давайте вспомним, что мы очень легко в любом словаре можем найти нужный нам глагол. И глагол всегда будет иметь следующую форму. Всегда в конце глагола будет суффикс «у». Эта форма глагола называется инфинитивом, то есть неопределенная форма глагола. Эту форму глагола мы не можем использовать. Для начала мы глаголу должны придать исходную форму глагола. Для этого мы просто отсекаем суффикс «у». И часть глагола без суффикса «у» уже является заготовкой, так скажем, является исходной формой глагола. Иногда она совпадает с корнем, иногда не совпадает. Иногда в исходную форму входит и корень, и еще дополнительно суффиксы входят. Но тем не менее, просто отсекаем суффикс «у», и часть глагола без суффикса «у» мы уже используем в следующей формуле. Формула образования времени глагола. Любой глагол может стоять в плюсе и в минусе. Сейчас мы рассматриваем глагол, когда глагол является сказуемым. Мы с вами хорошо уже знаем, что в казахском предложении сказуемые всегда в конце. Основная масса случаев, когда глагол сказуемое выражено глаголом. То есть в предложении присутствует некое действие. Так вот, если действие есть, это значит слово «глагол», так вот этот глагол всегда имеет либо 3, либо 4 элемента. То есть всегда есть информация о том, какое действие, о том, когда действие и о том, кто действие совершает. Если глагол положительный, то есть в положительной форме, то это будет какое действие, когда и кто действие совершает. В описании под этим видео я прикреплю ссылку на видео про личное окончание. Советую видео обязательно посмотреть. Это положительная форма глагола. Если глагол отрицательный, то после исходной формы глагола мы обязательно пишем отрицательный суффикс, потом уже пишем суффикс времени, и глагол завершает личное окончание. Хочу вам напомнить, что в любом времени глагол будет иметь вот эту формулу. Вот эту в плюсе, это в минусе. Глагол в будущем времени от глагола в прошедшем времени будет отличать только вот эта часть, только суффикс времени. И сейчас мы рассмотрим с вами группу суффиксов, которую представляет прошедшее время глагола. Прошедшее время глагола – это 4 временных нюанса. Жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ, ежелгі өткен шақ және ауыспалы өткен шақ. Вы видите, что они отличаются только суффиксами. Давайте мы разберемся с названиями. Жедель. Слово жедель переводится скоро, скорый. Вот это время обозначает скорое прошедшее. Скорое, то есть недавно прошедшее действие, недавно было совершено. Бұрынғы өткен шақ. Название этого глагола, название слова бұрын, в основе названия этой формы времени лежит слово бұрын, которое переводится раньше. Ежелгі өткен шақ, третья форма прошедшего времени. Слово ежелгі обозначает древний, то есть это действие давно было. Я хочу обратить ваше внимание на скобку, которую вы видите вот здесь слева. В казахском языке у времени глагола есть так называемый фактор удаленности действия во времени. То есть в целом, если вы спросите, чем отличается время от времени в казахском языке, в целом оно отличается фактом удаленности во времени. То есть мы это можем отследить по названиям. Жедель – скоро, то есть недавно, бұрын – раньше, пораньше относительно этого времени. А ежелгі переводится древнее вообще слово.
То есть вот это действие было, оно еще раньше, то есть давно. Недавно, пораньше, а это давно. Сразу оговорюсь, скажу, что в современном разговорном казахском языке вот эти две формы времени, вот эти, они используются наравне, просто как факт прошедшего времени. Отследить вот на самом деле разницу между этими временами мы можем по книгам, мы можем по литературе, в литературе мы это можем отследить. Итак, чем же они отличаются? Повторюсь, действие было это недавно, это пораньше, а это давным-давно было. Теперь, из вот этого фактора удаленности у этой информации есть один из нюансов, когда мы вот эту форму времени используем тогда, когда действие точно было, а вот это действие не точно было. Давайте поясню на примерах. Кеше кинуға бардық. Мы видим исходную форму глагола, мы видим суффикс «д», это вот с этой группы «д», «д», «т», «т». И мы понимаем, что это было, так скажем, недавно действие. Абай 1845 жылы дүниеге келген. Ориентируясь на данный суффикс, мы понимаем, что вот это действие было пораньше, чем это. И теперь третий пример. Ертеде бір бай болыпты. Так начинаются все казахские сказки. Данный суффикс «оп» обозначает, что действие было еще пораньше относительно даже этого времени. Это было так давно, что мы не были свидетелями этому, и вот это действие считается неточным. Давайте поясню, где мы можем в реалиях найти. Вот эту форму времени мы можем найти в учебниках истории, а вот эту форму времени мы можем найти в литературе. То есть эпосы, сказки, рассказы, которые про древние, про старые времена, как правило, имеют вот это время. Потому что это было давно, и мы этому свидетелями не были. Смотрите, если вот сюда, в это предложение, этот глагол мы поменяем на следующий. Ертеде бір бай болған, то есть поставим вот этот суффикс, вот это время, то вот здесь мы должны будем указать в скобках годы жизни. Мы не можем этого сделать, поэтому мы используем неточное прошедшее время, неточное, так скажем, ежегодкиншап. Старое, древнее время мы используем. А вот эту форму времени, как правило, присутствует в учебниках истории, либо в учебниках там, где имеется информация о событиях в каком-то году, о том, что какой-то писатель, кто-то родился, умер, и, допустим, родился в этом году, а умер он в этом году. То есть вот это точное время. Это просто факт прошедшего времени. Это точное, это неточное. В современном разговорном языке вот этот нюанс используется в разговорном языке. В литературе, в письменном языке используется вот этот, как правило. То есть вот это является одним из нюансов фактора удаленности. И вы видите, что сейчас я рассказываю вам о вот этих трех временах, потому что они у нас между собой связаны. Третья, четвертая форма времени, ауспалуаткиншак, она не имеет отношения к этой группе. Почему? Потому что это действие, оно не имеет отношения к факту удаленности. Это действие, которое было в прошлом, постоянно или периодически. Смотрите пример. Мектепте биге баратынмын. Вот этот суффикс обозначает, что действие было в прошлом, периодически или постоянно. То есть это предложение я переведу. Раньше в школе я на танцы постоянно ходила, либо периодически ходила. То есть если я скажу «я сходила на танцы», на репетицию, это будет один раз. А слово «ходила» в русском варианте обозначает, что я какой-то период этими танцами занималась, какой-то период. И также это предложение будет звучать на казахском языке. Мектепте биге баратынмын. Раньше постоянно я ходила на танцы в школе.
Вот так различаются, имеют какие нюансы прошедшего времени в казахском языке. Давайте еще раз подытожу. Это действие просто факт прошедшего времени, это точное прошедшее, это неточное прошедшее время, и это действие было в прошлом, раньше, постоянно или периодически. Чтобы закрепить эту тему, я вам предлагаю взять понравившийся вам глагол и составить предложение с разными суффиксами. Это будет обозначать, что вы покажете разные нюансы действия. Еще очень важная информация. Хочу вам показать. Вот здесь еще небольшое дополнение. Смотрите, этой скобкой я показала действие, которое было совершено один раз. То есть вот это было просто как факт прошедшего времени один раз. Вот это точное действие было один раз. Вот это неточное действие произошло в прошлом давно или не точно один раз. А вот эта форма времени, как правило, показывает, что действие было много раз. Вот такой интересный факт. И еще хочу показать следующее. Смотрите, в казахском языке и в прошедшем, и в настоящем, и в будущем времени есть так называемое переходное время. Ауспала – өткен шаг, переходное прошедшее. Ауспала – осы шаг, переходное настоящее. Ауспала – келер шаг, переходное будущее. В отличие от других языков, где действие действительно переходит с одного времени, допустим, в прошлом началось, и сейчас в настоящем оно продолжается. Либо в настоящем оно началось, и в будущем оно будет продолжаться. В казахском языке действие никогда не переходит из одной формы времени в другую. То есть, если действие было в прошлом, оно однозначно в прошлом оно и закончилось. Просто, точно, не точно, либо много раз, но в рамках прошедшего времени. В настоящем времени, переходное настоящее время, это только про настоящее время. Привычное, настоящее, привычное, обычное, ежедневное, но только в рамках настоящего времени. И переходное будущее время – это время только про будущее время. Повторюсь, действие в казахском языке из времени во время не переходит. Названо оно условно. Здесь оно переходное, потому что в рамках одного времени много-много-много раз было. А здесь названо переходное, потому что и здесь оно используется. Вот такой интересный момент. Вот такая большая тема, в которой очень много нюансов. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Напишите свои комментарии под этим видео. Можете задать вопросы, я обязательно на все комментарии отвечаю. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на данный канал, подпишитесь обязательно, отметьте колокольчик, чтобы мы с вами смогли увидеться на следующем уроке. Сау болыңыздар!